прошлый раз вы все проигнорировали меня, мой предмет, и не пришли на занятия. Да? И сегодня я вас всех накажу. И что вы сделаете? Опять нам двойки поставите? Нет, нет. По-другому накажу. Вы же ведь уже, оказывается, не боитесь двоек, да? Ну, вот теперь мое наказание. В фильме «Пираты Карибского моря» в конце Джек Воробей умрет. Зачем так жестоко? Мы же хотели все вместе с группой сходить посмотреть, да? Ну, извините, извините. А еще Элизабет Свон же есть? Не, вы не поняли. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Можно получить справку? Да, конечно, с вас 200 сом. Справка же бесплатно выдается. Я вас поняла. Вот, возьмите листочек, ручку и записывайте. Сейчас вы идете в кабинет номер 6, выжидаете там свою очередь. Далее идете в здание напротив и выжидаете очередь, обходите кабинеты с 3 по 7. Потом подхожу к вам, да? Нет, потом ждете день. На следующий день едете по адресу Бабенко, 18. Там в администрации вам нужно будет прикрепить свою бумагу. И если вам повезет и Нурлан Бабишевич будет у себя в кабинете, то он вам поставит печать. Хорошо. Далее вам нужно будет пройти в здание напротив. И не то, которое вы обходили сначала с 3 по 7 кабинет, а чуть дальше. Там вам нужно будет обойти кабинеты с 4 по 6. И все это сделать за 1 час. Если же вы не успеете сделать за 1 час, то ваша бумага будет недействительна. И все эти документы вам придется собирать сначала. Хорошо? Хорошо. Сколько вы сказали, стоит справка? 300 сом. Вы что, уже 200 говорили? А, я сказала 200? Извиняюсь, 400. Все, хорошо, ну ладно, давайте справку. Ну, подойдите через 15 минут. Справочка будет готова. Мои родители учили меня, что в жизни недостаточно просто посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Куда важнее создать крепкую и дружную семью, где любовь и забота дадут уверенность в завтрашнем дне, а крепкое плечо всегда поддержит в нужный момент. БТА Банк. Вместе к успеху. А сегодня ваши сердца заключают брак. Каныбек, ответь, пожалуйста, готов ли ты взять Айпири в жены? Да. Айпири,
готова ли ты выйти замуж за Канабека? Да. И если кто-то хочет сказать что-то против, пусть скажет сейчас или молчит навечно. Я против! Стойте! Ты думаешь, я тебя так легко отпущу? Мы с тобой с 1 класса вместе. Мы с тобой сидели за одной партой. Знай, мое сердце не выдержит этого. Да я уже решил! А ты обо мне подумал? Как я один буду PlayStation катать? Как я один буду по барам ходить? Но мне нужно жениться! Я тебе даю последний шанс. Сегодня суббота. Твоя последняя суббота. Решай! Айпери, прости, но это реально моя последняя суббота. Брат! 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 Все, погнали. Я А там чё ты машину не зову. позвонил? В смысле не под... Ну чё, брат, как выгляжу? Тебе соврать или правду сказать? Ну, можешь и соврать. Блин, братан, четко вообще, базара нет села, шикарно выглядишь. Почти. Серьезно говори. Сойдет, сойдет. Че, куда собрался? Ну, на свидание. В интернете познакомился, короче. Да, ну-ка, фотку зацени-ка, ну-ка. Ну, она не выкладывала своих фоток. Вот. Стопудово страшно. Айда, страшно. Че сразу страшное? У меня есть план на такой случай, понимаешь? Че за? Смотри, если она окажется страшной, то я ей скажу то, что очень рад был с ней увидеться вживую, и то, что мне надо идти на тренировки. Ну и потом еще увидимся. Нурлан, это ты? Это тебе. Спасибо большое. Хорошо выглядишь. Спасибо. Че, может, погуляем? Ну, давай, только недолго, хорошо? А то мне еще на тренировку ехать. Ну хорошо, что-то пойдем? А может, в ту сторону? У меня просто тренировки там находятся. Ну ладно, пойдем. Что о себе расскажешь? Ну, вот фитнесом занимаюсь. Давай, я загадываю, Ну, давай. Моя очередь, давай, короче. Ну это животное. Ну это змея, ну понятно же, это змея. Ну змея же. А кобра, может быть кобра? Баклажан! Красавчик, брат, давай, теперь твоя очередь. Что вы, в смысле гоните? В смысле, какой баклажан? Это же змея была. Ну я баклажан показываю. Эх, Давай, короче, ты показывай. я загадываю. Всё, давай. Все, давай, ты показывай тогда. Ну. Ну Майкл Джексон! Майкл Джексон, это его знаменитый танец, ну! Это Сымах Бещикев! Есть! Вы что, гоните, что ли? Какой еще Сымах Бещикеев? Я знаю, это танец Майкла Джексона. Ты видел, как Сымах Бещикеев танцует? Нет, не видел. Вот так танцует. Короче, я загадываю. Давай. А квадрат, это вот квадрат. Ну, нет? Квадрат. Куб, нет. Прямоугольник, ну. Министр энергетики Индии! Да, красавчик! Вы что, в смысле? Какой еще министр энергетики Индии? Вы что, договорились, да? Это же, не буду я с вами катать, бесите. Я же говорил ему, не обязательно в лицо говорить, что мы с ним общаться не хотим. Он сам ушел. Так-то он труба странный, да? Да, конечно, это же Митхун Чакраборти. Вот это кто? Это Мишел! Эй, как я все это успею сделать? Тебе нужна энергия. Энергия – это скорость. Энергия – это движение. Энергия – это свет. Ты кто? Я Тесла. Зарядись, Тесла!
Здравствуйте, детектив. Я вас ждал. Проходите. У вас есть что-нибудь для меня? Ваш муж не совсем тот, за кого себя выдает. Он двойной агент сектора 7. Кодовое имя Фокстрот 9. Он замешан с неким Махмудом Фараби. Я узнавал, это очень крупный наркоторговец в Центральной Азии. Вот здесь он разговаривает с какими-то боевиками. Здесь они встречают грузовик и потом сажают в него людей с мешками на голове. Мне кажется, ваш муж причастен к торговле людьми. Вот здесь он в кафе, рядом с ним какая-то девушка. Подождите. Вот здесь... Подождите. Тут... Сволочь, он мне, значит, изменяет, да? Да вы все мужики такие. Как ее зовут? Как ее зовут? Я не знаю. Вы детектив, как вы можете не знать, как ее зовут? Я не знаю, как ее зовут. Я поняла. Вы с ними заодно, да? Да я их найду и поубиваю обоих. А вот если не будете молчать, то будете третьим, ясно? Да это вообще официантка. Куда я знаю, как ее зовут? Я вам ничего не скажу и ничего не дам! Мы должны проникнуть туда. Понимаешь? Иначе тебе будет плохо. Нет! Я вам ничего не дам! В моих руках жизнь всего человечества! Я готова собой пожертвовать ради всех! Нюх. Ты еще пожалеешь об этом. Нет! 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 Не дам я вам ключи! Ну и что, пожалуйста, нам в кабинете просто порепетировать надо. Разрешение с деканата принесете? Вот тогда я отдам. Ну, Салтанат Чичи, скоро КВН, нам репетировать негде. Пожалуйста, Пожалуйста, 2 билета. Так, ты чё? Ты чё? Скорость! Движение! Какое превышение? 30 км в час ехал. Че, сопротивление при аресте? Ты че, дерзкий, что ли? А? Какое сопротивление? Я просто говорю. Оскорбление должностного, красивого, привлекательного, сексуального лица при исполнении. А? Ты сам урод, понял? Я не говорил, что вы урод. Ты че, подожди-ка, иди встреч. Ты че, пил, что ли? Ну-ка, отдохни, да. Мне кажется, это вы пьяный. Я? Да, я пью. Ты что думаешь, да? Нам легко, что ли? А ты знаешь, что нас все ненавидят, а? Все думают, что мы взяточники, коррупционеры. Че, власть? Бабки содрал уже с него, нет? Нам за вторую ехать надо, ты уже трезвее. Давай на его машине поедем. Сейчас. Уважаемый, нам нужно вашу машину Короче, гони машину, давай. Я не отдам вам машину. Сейчас. Подождите. Если вы не хотите по-хорошему, будем разговаривать по-другому. Не стреляйте! Да, гони машину сюда! Забирайте все! Забирайте все! Ключи давай! Забирайте все! Молодой человек, уважаемый, дорогой, встаньте, пожалуйста. Вставайте. Вы что, испугались, что ли? Расслабьтесь. Поздравляю. Вы участвовали в новой акции от Горгаи.
этой акцией мы хотели показать водителям, что плохо находиться в нетрезвом состоянии. Так сказать, на личном примере. Да, и надеюсь, наша акция как-то положительно вас повлияла, и вы никогда не сядете пьяным за руль. Спасибо, я могу ехать? Да, конечно. Пойдемте. Присаживайтесь. Пойдемте. Счастливого пути. Все, Ахджол. Что-то, знаешь, переиграли мы с тобой. Да, немножко испугали парня, видишь? Хорошо, что они не заметили. Ищите кого-то, молодые люди. Тебя. В смысле? В прямом. Ты с кем работаешь? С кем работаешь? Один работаю. А ты знаешь, одному работать тяжело будет. Ты фирму новую открыл. На тачке крутой ездишь. Плохие ребята увидят, подумают, что у тебя денег много. А будешь с нами работать, никто ничего не подумает. Понял? Чего? Короче, Руслан, братан, да я ему объясню. Мы люди в авторитете. Для нас кого-то напрячь не проблема. И пока пользуйся тем, что мы с тобой вежливо разговариваем. Понял? Подождите. Вы чего, в 90-х застряли, что ли? В общем, коммерсант, вон там белая коврюха твоя, ее и поставишь. Понял? Какая камрюха? Вы чего несете вообще? Тебя как зовут? Мурат. Я здесь с братом работаю, его Асылхан зовут. Мурат, говоришь? Сейчас, подожди. Алло, Буке, салам алейкум. Тут такой Мурат к нам на разговор пришел. Асылхана, братишка. Слыхал? Как с ним разговаривать? Все, понял. Короче, до конца месяца четвертак поставишь, и на этом халас. Закопали? Что? Вы что несете вообще? Вас как зовут? Меня Саян зовут. Это Руслан, братан. Вы что, ракетира насмотрелись, что ли? Слушай, ты давай мне тут не воняй, а? Руслан, братан, это от меня немного. Короче, до конца месяца нашу долю поставишь. Иначе мы вернемся и по-другому разговаривать будем. Мы тебе не дадим тут работать одному, ты понял? Стоять, не двигаться, руки! Стоять! Они вас что-то вымогали? Да, они вроде хотели денег, но меня смутило то, что как будто они насмотрелись старых фильмов про 90-е. Да вы так не пугайтесь. У нас на районе таких людей, которые вот насмотрят всяких фильмов, а потом дурака из себя валяют. Поэтому вообще, как говорится, don't worry. Ага. Спасибо большое. Дукалис. Моя фамилия Дукалис. Казанова. Все, ладно, пойдем. Звоните, 102. Ата-энем айткандай, жашоодо баг отургузуп, үй салып, уул чоңойтуп гана тим болбостон, ынтымактуу жана бекем үй бүлө куруу маанилүү. Үй бүлөдөгү жылуу мамиле жана камкордук эртеңки күнгө болгон ишеничибизди арттырат. Ишенер терегибиз бизди дайыма колдоп турат. 20 жылдан бери биз сиздер мененбиз. Бытаба. Игіліге бірге. Здравствуйте, уважаемые ученики! Я вас приветствую в школе митинга. За один день я из вас сделаю настоящих, профессиональных митингующих. Тех, кто будет наводить суету, смуту и беспорядок. Итак, первый вопрос. Что такое митинг? Можно?
Братан, митинг это вот мы когда собрались, да, масса, что-то недовольны, да, там, ау, там, гетсин, да, ну, там, типа этого, да. Понятно. Что такое митинг? Митинг – это публичное скопление людей в определенном месте для выражения своего общественного мнения касательно актуальных новостей или просто недовольства общественно-политическим режимом. Абсолютно правильно! Молодец! Вот тебе вот рупор, вот ты будешь такие умные вещи говорить, понял, да? Молодец! Итак, следующее. Что обычно говорят на митинге? Гетин! 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 Вот вообще не развернутый, вообще не полный ответ. Қандайша не полный развернутый ответ. Біз бияқ ертеңмен темір ашқа тұрамыз. Үшіп суықта. Ана не полный ответ бе. Ел менен бірге олыш керек. Саясатчылар кетет, ел қалақ. Кетсін! 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 Все, молодец, молодец. Вот это правильный ответ. Хорошо. Извините, а в чем цель нашего митинга? Для чего мы здесь стоим сейчас? О, вот это вот хороший вопрос. У меня для тебя есть ответ. Итак, заносите. Молодец. Вот, получил денежку, да? Вот. Больше не задавай таких тупых вопросов, понял? Молодец. Так, следующий вопрос. Скажите, кто должен стоять в первом ряду митинга? Здоровые плотные байкешки. Абсолютно неправильно. Вообще неправильно. На первом ряду митингующих всегда должны стоять эджешки. Вот они, эджешки. А эджелер, у вас важная задача. Понимаете, да? У вас есть митинговая неприкосновенность. А это значит, что вас милиционеры никогда не тронут. Да? Угу. Ну что, порепетируем? Давайте. Итак, первые начинают эджешки. А теперь мужик с рупором. Долой такую власть в Кыргызстане! Богатые богатеют, бедные беднеют! Как так можно жить? А теперь все вместе! Как так можно жить? Ничего не меняется в стране! Ничего! Все, молодцы, все молодцы, умницы, азаматцы, вот прям профессионалы смотрю. Жақсы. А теперь завтра все без опозданий в 8 приходите, хорошо? А я не могу 8 часов, мне ребенка в садик везти надо. А Эджи, я же сказал 8 часов здесь же, без опозданий. Значит, 8 часов без опоздания. А что ты указываешь ей, что ей делать? Да. Что, такой умный, да? Если у него есть власть, что ему все дозволено? Вы достойны лучшего, Агая! Мы хотим гибкий график работы! Это Джаред Сити, Джаред Сити.